Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – кто вами интересуется и почему. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Итак, продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Мы посмотрим ваш портрет. Кто вы, кто пришел на расклад. Ведающая женщина, интуитивная. Женщина, которая очень глубоко чувствует, женщина проницательная. Вы можете думать, что на вас как-то реагируют даже, замечать это. Так оно и есть. Непростой человек, здесь человек, на которого засматриваются дети даже. Дети, женщины, мужчины. Остроумная, умная. Женщина, которая умеет защищать свои границы. В то же время на вас нельзя даже плохо подумать, косо посмотреть. Сразу прилетит моментом. И вы... Женщина, которая прислушивается, подслушивает, высматривает, тоже вам интересно, вы в чем-то любопытны. Рулит здесь психология. Вы скорее можете быть психологом или увлекаться в целом психологией. Вам интересны даже чужие отношения. Чисто связано с психологией. Вам интересно, потому что вам интересен Вася, как поживает с Олей. Тут есть и глубокие мысли у вас, и вы, в принципе, глубокий человек, но поверхностно здесь такая присутствует какая-то детскость, легкость, такое озорной, такой человек в какой-то степени шутливый. Здесь шуточки могут быть ваши, иногда острые. Задевают за живое людей, люди бесятся, злятся. Здесь также есть момент такого вдохновения, у вас много разных идей каких-то приходит из ниоткуда. Вы человек, который, возможно, очень мыслитель, много думает, выдумываете нового. Здесь новатор. Здесь разные качества вас. Здесь нельзя основываться определенно на чем-то одном. Здесь вот хочется сказать, что как по императрице все 4 стихии, да, или человек разный бывает, то вам нравится еще и одиночество бывает, то вам нравится компания, социум. В целом, да, вы человек можете быть между экстравертом и интровертом. Так, о чем-то сейчас очень глубоко так задумались. Это касается чувств, эмоций, свадьбы или серьезных отношений. Вы подумываете о вступлении в какие-то серьезные отношения в целом, да, или думаете о чем-то таком. Также здесь у кого-то может идти какие-то процессы, кто-то получает свое по-хорошему или по-плохому, да, справедливость восторжествовала над каким-то человеком, да и в целом над людьми. Как будто бы, знаете, вот списывают какие-то ваши долги. Может быть, уже какие-то долги вы списали, закрыли. А у кого-то есть перед вами долг. Причем не один долг. Я бы еще сказала, вы человек такой, который вот вы можете или считывать, да, или вы вот чувствуете, о чем человек думает, на что человек... его намерения, понимаете, вы чувствуете даже, кто к вам агрессивен или кто вам враг. Вы еще такая женщина, да, которой не надо красивые слова, ей нужно дело показывать. Вот. Пусть это даже будет строго, пусть это будет, но вы понимаете, что человек вам дело дельное сделал. Вот как строгая учительница, она, по сути своей, учит, да, хоть и строго, хоть и неприятно, может быть, но в целом она доносит до вас знания, вдалбливает в вас, понимаете, да, можно ее назвать хорошим человеком, она пытается до вас донести, она пытается вас вразумить чему-то, научить.
А кто-то вот воспринимать может это наоборот, что вот она злая, плохая, да, она пытается научить, вдолбить информацию. Вы воспринимаете людей по делу, по справедливости. Да вы и общительная. Я не скажу, что вы вообще отрекаетесь как-то от людей, да, вы просто любите иногда в своих мыслях побывать в одиночестве, но в то же время, да, и от социума вы не отрекаетесь. Вы общительная, если с вами начать общаться, вы поддержите диалог, вы вступите легко в отношения, общение, вернее. Также вы человек с одной стороны приземленный, с другой стороны иногда бываете, летаете где-то в облаках. Вас тяжело поймать, когда вы где-то там в облаках, в своих мыслях летаете. Когда вы заняты делами, за вас тоже не ухватиться. Вы очень такая скоростная можете быть, быстрая, четкая. Непоседа. И вы стремитесь к стабильности, вы стремитесь, знаете, я бы даже сказала, к безопасности какой-то. Кто-то вот делает какие-то запасы или на всякий случай. Здесь есть какая-то практичность, продуктивность у вас. Человек еще, я и говорю, генератор идей. Что-то вы новое или изобрели, или будете изобретать еще. Компанейский вы веселый человек. Вас любят в обществе, очень любят. Вы умеете, знаете, я говорю, поддержать разговор тоже, да и с вами тоже. Легко с вами вступать в контакты, доверительные отношения. Кстати, вам можно доверять. Но иногда бывает, вы иногда проговариваетесь по секрету. По секрету. Любите вы, я бы сказала, доминировать, но в тайне, не на показ. Чтобы не знали, но тихо, так украдкой, как... Вы знаете, вот марионетка есть, а на позади ее человек, да, который скрыт. Вот вы так управлять можете или любите. Здесь также момент доминирования, да, вы, знаете, вы пока не придете к конечному результату, вы не хвастаетесь. Вот когда вы придете к конечному результату, вы даже не хвастаетесь, люди сами увидят или вашу покупку, или ваше достижение, что-то. Кому надо, сам увидит. Нет, человек не хвастун здесь больше. Здесь такой он тихий. На самом деле вы любите, когда вас хвалят, да, но вы не любите хвастаться. На самом деле так вот. У кого-то здесь могут не иметь иногда руки и ноги. Знаете, они чувствуют. Чувствуют не идти, или чувствуют не брать, или не делать. Вот когда или холод, или онемение, что-то есть. Ни с того, ни с сего, да. Притом может быть жаркая погода. И раз в одночасье руки холодные. Если не брать физический мир, да, это именно вас от чего-то останавливает. У вас есть определенно какие-то такие, знаете, свои инструменты, вы их чувствуете, подсказки. Вот так же, как и эти руки, вы их чувствуете. И здесь определенно человек, у вас не раз по роду шли вот какие-то такие маги, колдуны, лечители, знахари. Знаете, вот как будто вот человек определенный есть, который знахарь, он из мира того вытаскивал людей. Когда люди были на самом-самом краюшке от смерти. Знаете, вашему какому-то дару есть талант, есть звездность, есть популярность. Да и в принципе говорят, что у вас очень такая... Вы харизматичная, вы притягиваете харизмой, и
У вас еще аура такая магнетическая, притягиваются к вам люди. И внешность здесь очень красивая. Вы знаете, кто-то вам говорит, что вы не стареете, а наоборот, или молодеете, да, или хорошо сохранились, но вы не стареете. Здесь вы всегда выглядите, я бы сказала, так элегантно, со вкусом. Прихорашиваете что-то на себе, наводите какую-то красоту, да вы и так красивая. Здесь естественная красота. У вас очень глубокий и богатый мир. Вот люди это видят. Люди даже, вот знаете, вы что-то показывали, проецировали людям свой вот этот мир или свое видение этого мира. Определенно здесь есть у вас какие-то почитатели, может, подписчики, может быть, люди, которые, знаете, хотят тоже дойти до вашего уровня или научиться у вас чему-то. Может быть, вы, скорее всего, для кого-то являетесь еще и путеводной звездой. Вот так, подсвечиваете, подсказываете. Окей. Смотрим дальше. Знаете, вот я вам скажу, у вас вот карта звезда император, да, у вас есть определенно предначертанный какой-то дар, с которым вы можете занять главную позицию, главенствующую позицию или важную позицию, серьезную позицию. То есть, да, самый высокий пик, самый высокий уровень. Вот есть артисты, певцы, например, да, а вы вот такая яркая, не просто там среди всех певцов да, поете, а вот вы яркая, вас запомнят. Да, о вас может быть история. И здесь определенного человека, у которого есть дар, может оставить за собой какую-то историю. Он определенно какой-то свой такой уникальный, индивидуальный. Вот такой вот человек пришел. Может быть, сейчас уже идет момент каких-то познаний, каких-то истин, изучения эзотерики. Может быть, вы также интересуетесь эзотерическим миром. Вообще вам нравится все такое тайное, неопознанное, знаете, может и НЛО сюда же входить, да, и все такое мистическое еще к тому, катакомбы разные, да и в принципе все то, что тайно покрытое мраком, вот хочется так сказать. Но вам это интересно. Вас, знаете, даже вот, может, в жизни были такие ситуации, это не из физического мира, когда вы что-то видели, какие-то видения определенные, которые не видят глаз человеческий, или случались какие-то ситуации мистические. Вот так вот. Да, вы видели, может быть, какое-то сияние или духов каких-то, сущностей и так далее. Определенно. Сегодня, возможно, был какой-то странный сон. Странный, именно странный. Но вот чем-то похожий на настоящее, на реальность. Так, смотрим дальше. Кто вами интересуется, если с вами проигрывает? И почему интересуется? Кто вами интересуется? Новости. Вами интересуются какие-то новости. Скоро получите новостей пачку. Пока вам это неизвестно, вы еще об этом не знаете. Обрадуют вас эти новости. Причем новости могут быть связаны, да, с получением чего-то, то, чего вы хотели. Здесь такая идет переполненное настроение, радость, да, прям вот именно когда хочется с этим поделиться, когда все, что вы хотели, оно сбылось или идет по вашему плану. Вот как-то так. Вы будете чувствовать себя, знаете, что я все могу. Вот такое состояние. Так, еще что здесь? Новости могут быть связаны у кого-то или с работой, или же на работе вы узнаете, ну, это может быть повышение, это может быть перевод вас куда-то на более лучшую позицию, да. Это может быть связано как-то и с документами, бумагами, бумажными делами тоже, когда вы так, как хотела. Может быть, вы подавали, например, документы на получение какого-то паспорта или иностранного паспорта, или,
да, каких-то важных ценных бумаг. Вы их получите. Именно положительные новости. Или то, что вы вот хотели, да, какая цель была именно. Определенно, но вас это еще и порадует очень сильно, да, или это даст, я бы сказала, куда-то движение. Паспорт, например, да, он дает куда-то движение. Так, здесь выходит портрет женщины, смотрите. Издалека женщина. Но она не очень благородно настроена по отношению к вам. Что-то злится, сидит. Вы для нее триггер, вы для нее больная тема, вы для нее болячка, вы для нее, я бы сказала, раздражение. Хочется с вами поссориться, например, да, или уже поссорены вы. Здесь еще момент просто, может быть, вы кого-то раздражаете, да, какую-то даму. Но интерес к вам есть. Интерес о том, что вы, знаете, еще что здесь есть, что у вас очень острый язык. Или что вы много очень говорите. И даже лишнего. Вот что-то было, может быть, в ее адрес сказано. Или что-то такое сказано, что задело ее лично. Или личное. Да, вот так вот. Тут вот как прошлись по ее характеристике или по ее эго. Задели за что-то живое. Да, женщина находится на расстоянии, но женщина хочет приехать туда, где находитесь вы. Да? Или же, в принципе, здесь может быть какой-то интервал между вами, да, небольшой пусть даже, но все же есть. Но женщина хочет или вот как-то высказаться, да, или же здесь перепалка. Здесь может быть даже, да я ей покажу, да она у меня узнает, вот что-то в таком духе, да, вот как-то может быть даже переосилить вас в чем-то, переиграть. Здесь может быть даже и конкурентность, конкуренция. У женщины вот, знаете, что-то, может быть, не клеится в жизни, а может в отношениях или в деньгах, да, может в целом во всем, да. Здесь и работа не клеится, здесь вот какая-то присутствует злость. Здесь может быть отчасти зависть, но здесь больше то, что вы проехались по ее чему-то личному, да, или как-то высказались не так. А вам и не надо так, как сказано, так сделано, да, и все, что не сказано, оно должно быть. Вы понимаете? И, скорее всего, значит, чему-то стоит этой женщине научиться. Давайте так возьмем как урок, и да, это будет также и примером, может быть, для кого-то, почему так в жизни происходит, если у кого такой есть вопрос. Вот тут именно женщине надо что-то понять, и вы вот как раз-таки вовремя о чем-то сказали или высказались. Так, но здесь вот почему бьет по финансам, потому что женщина еще вот в той стагнации, в том состоянии находится, когда уже перерабатываться надо, когда уже нужно что-то поменять, но вот она сидит в одном и том же. И вот здесь присутствует именно зло, какая-то агрессия, все это, знаете, вот негативно влияет на ее личное, так возьмем, жизнь, да. Бывают люди, кстати, бывает, что-то ты скажешь вслух, но люди воспринимают это лично, на свой счет. Притом вы говорите, например, что-то общее, потому что здесь было сказано, в принципе, да, вот как воздух, что-то общее, но вот человек воспринял это близко к сердцу. Задела ее карман и личную какую-то жизнь. Еще к тому. Вот так. Так, что у нас еще здесь? Она сдерживает, кстати, свои эмоции по отношению к вам. Может, дорогу даже сдерживает. Здесь, кстати, человек о чем-то таком думает. Глубоком. Может, придет, да, к человеку осознание. Но здесь больше, знаете, я не буду с ней дружить, я не буду с ней разговаривать, я уйду, да, и не буду думать о ней. Вот какой-то такой уход. Позлилась, поругалась и ушла. Может быть, оно так и, в принципе, было между вами. Да, поругались, да и разошлись.
молча. Здесь особенно, знаете, очень часто в вечернее время суток вспоминает и где-то смотрит, где-то на вас видит, от кого-то вас слышит. Здесь есть от кого-то еще и дополнительная информация. Может, даже, да, вот люди разговаривают у вас, она с кем-то. Окей. Но здесь я сразу говорю, если с кем она разговаривает, здесь она чего-то вот или обзывается, да, и вот злится, показывает всю свою неприязнь по отношению к вам. Кто вами интересуется еще? Мужчина, который привык побеждать, который не сдается. Вы здесь отворота-поворота дали, насыпали ему горсть. Да не горсть, тут навалили, я бы сказала. Знаете, вот страхов каких-то, сомнений в себе. Может быть, оттолкнули человека или не признали его внимания по отношению к вам. У человека разные мысли о вас. С одной стороны, да, он считает вас и сильной личностью, в чем-то победителем, вы всегда выигрываете. Также ту ситуацию, которая была между вами, вы переиграли, вы выиграли, может быть, как-то и хитро обошли. Но вы, знаете, отвязались от него. Вот, или тут такое идет избавление от этого человека, да, и человеку вы это показали. Человеку стало неприятно, у человека возникли даже по поводу этого какие-то комплексы, какой-то вот такой, знаете, стыд перед собой, что вот он такой, или чего-то не мог, например, вас сдержать. Вас сложно сдержать, вот как лев, да, вот этот вот в тоненькой птичьей клетке. Ну как эту клетку сдержишь? И вот тут уже эмоции были на пределе у мужчины. Также человек, возможно, у вас был какой-то спор, возможно, какая-то ситуация, но вы его убили. Просто убили, да, человек от вас закрыт сейчас, человек от вас на расстоянии находится и тайно за вами следит, наблюдает, как пойдет все дальше. Знаете, человек ждет в какой-то степени, когда вам что-то вернется, притом в каком-то таком плохом ключе. Или аукнется, да, вот такое есть еще слово, аукнется. Злой. Он в чем-то даже кипишит, знаете, психует, торопится куда-то. И вот о вас постоянно мысли. О том, что вы сняли с человека корону. Вы человека в чем-то переосилили, морально переосилили. Вы знаете, ваш даже поступок просто взять, вот он говорит вам что-то, а вы не слушаете, или не воспринимаете всерьез, или просто отворачиваетесь и уходит. Это уже показатель, да, вашего... вот как он считает, несерьезно, да, ко мне, или же наплевательски. Вот. А ваше отношение такое, не вступать вообще с этим человеком в какие-то дела, или не иметь с этим человеком дела, или этот человек говорит пустое, да, толку из этого нету, например, и вы ушли, и человек злится. Злится, знаете, даже за что он в чем-то глуп. Вы просто поставили так ситуацию, показали ему зеркало, понимаете? Вот посмотри на себя, да, и разговаривай с зеркалом. Вот как-то так. И человек понял какую-то свою вот неоцененность, да, что он не оценен был вами. Хотя человек что-то старался вам, возможно, доказать, показать. Здесь показывают какую-то бедность человека, здесь показывают, вы знаете, может быть, вы задели его кошелек или мужское достоинство тоже здесь может быть. И у человека возникли на самом деле какие-то вот трудности, сложности внутренние, комплексы. Вот одним взмахом взвалили на человека кучу каких-то комплексов. И человек не уверен в себе. Притом он себя всегда считал мужиком, всегда считал, что он прав. Тут такой человек-каратель, человек, который наказывает, человек, который мстительный. И тут не зря слово идет аукнется, да, вот человек ждет какого-то вашего наказания, что вам это еще вернется. Вот, сторится вернется, да, вот как-то так. Притом здесь показывают, какие-то чувства между вами были. Но вы опять-таки недооценили его, бросили, оставили ни с чем.
или просто, да, ушли, развернулись и ушли. Человек остался при последнем слове у себя сам. Вот так вот. Вы пошли покорять какие-то горизонты, он видит, вы чего-то достигли, вы получили, вы, знаете, живете себе припеваючи, наслаждаетесь жизнью, какими-то деньгами, ресурсами, радуетесь. Понимаете, его это бесит. Человек хочет вашей какой-то бедности, опустошенности ваших карманов. Да? Он не хочет вашего успеха. Здесь еще может кто-то быть, вот кто, знаете, как поднаускивает его на ухо или вот раздор вот этот вот подливает. Давай, там сделай, отомсти, да, там ударь, там еще что-то. Ну, в общем, какая-то вот собака. Извиняюсь, но вот собака именно. Вот прям вот в такой картинке, да, вот такая вот собака сидит рядом и на ухо что-то. Или вот как подливает масло в огонь. Вы знаете, вы твердо видите какую-то свою определенную цель в другом мужчине или цель в других перспективах. Вы туда смотрите, вы туда склонны. Вы склонны к каким-то деталям и делам. Вам важны, да, вот вы человек, который не просто платье, а вот чтобы на платье были какие-то важные детали, к которым можно присмотреться и оценить их по достоинству. Вот вы такой человек и по делам, да, вот тоже присматриваетесь к каким-то деталям. И, в принципе, здесь идет речь о вас, когда вы фокусируетесь сейчас на себе. И кто-то это видит, замечает, скорее всего, этот мужик, да, и его это начинает бесить. Бесить. Как подбесить кого-то, да, врага, так просто сосредоточьтесь на своих делах. Нету времени, понимаете? Вот только зря и зачем, да, входить в конфликт, нарваться на скандал, если можно заняться любимым делом, например, так, или чем-то полезным. Здесь какой-то мужчина может о вас спрашивать, о вашей работе, о ваших, вот я бы сказала, каких-то знаниях, навыках, чего вы там умеете. Интересуется вашим положением. Замужняя вы или одна? Вот как бы... Я сейчас посмотрю, еще дотяну. Почему-то, знаете, идет слово телец, хотя выходит вообще огненный. Почему-то телец, да? Здесь может даже, давайте так скажем, здесь может быть огненной масти мужчина, но не обязательно. Я никогда не привязываюсь к знакам. Здесь, вот знаете, может он быть и тельцом, но с такими огненными характеристиками. Здесь может быть похожая характеристика на огненного, но это другой, да, знак. Здесь вы мужчину чем-то покорили, может даже своей внешностью или какой-то вот, я бы сказала, неординарностью, мышлением своим или неординарным мышлением. Здесь что-то в вас есть такое, что не может быть в женщинах столько всего. Да, здесь много всего по звезде, по карте звезда. Здесь я бы сказала и красота, и харизма, и ум, интеллект ваш. Притом здесь пошла заинтересованность и вопросы у вас. То есть у кого-то человек спрашивает. Или идет сбор информации.
Знаете, у него разные мысли. Здесь есть вы цель, вы цель. Вы, я бы сказала, даже вот толпа людей, женщины, мужчины или все женщины, да, неважно. Тут человек вас подметил, очень ярко подметил. Здесь человек еще увидел какие-то, вот знаете, вы не просто женщина, вы какая-то вот женщина, как будто бы из синий, как это говорят, голубая кровь, да, голубых кровей. Очень сильно выделяетесь на фоне других женщин. Но здесь больше идет за счет какой-то общения, харизма, вот именно морально. Где-то он, значит, вас слышит, видит. Человек хочет с вами чего-то такого серьезного замутить. Тут, знаете, он поэтому интересуется, он не хочет разбивать чьи-то отношения, он хочет именно, желает, чтобы вы были свободны. Знаете, у кого-то может проиграться информация, как будто бы через ваших родственников или через ваших друзей, близких, знакомых идет вот это вот выспрашивание или узнавание. Также здесь может быть, что человек где-то в вашем аккаунте, но он смотрит, кто вам ставит лайки. Да? И кто ставит лайки, вот он этих людей рассматривает, кто они такие. Кто они. Не то чтобы даже сколько, он все здесь просматривает. Он может просматривать, сколько мужчин, например, вас лайкнуло, да, или же, да, в целом, если там и женщины, то кто это женщины, какие ваши подруги такая, и она, вот знаете, вот как считывает вот так вот, как психолог, как детектив. Умна не по годам, да, или очень вы умная какая-то вот для него. Может быть, пишите какие-то статьи, формулировки там, да, может, цитаты, но вы кажетесь очень умной. Выставляете, может быть, какие-то видео. Здесь есть признание какое-то, нравитесь вы очень человеку. Вы женщина для серьезных отношений, он говорит. Ну, также здесь человек видит в вас, что вы очень такая веселая, не скучаете, не грустите, не печальное лицо, да, а именно такое позитивное. И вот эта энергия притягивает мужчину. Ну и в целом мужчин, да. Позитивная женщина больше притягивает, нежели та, которая хмурится. Да, и вот здесь вот показывает именно, что он вот из-за какой-то вашей улыбки, может быть, смеха, да, или какой-то юмора, вот как-то к вам тянется. Заморский принц или иностранец еще может идти слово. Иностранец. Да, какой-то... Вы его не знаете. Здесь могут быть даже вот две разные религии. Разность. Здесь еще показывает, что вы с ним, у вас есть общая цель, и она одна и та же. Одна и та же какая-то цель. Похожие у вас вкусы, сочетания. Здесь, кстати, даже и цвета могут быть похожие. Так, нравится. Ему нравятся определенно какие-то цвета, вам тоже эти нравятся. Так, смотрим еще, кто вами еще интересуется. Нон-стоп интересуется, просматривает человек информацию о вас, вы его не видите. Или скрытая информация. Здесь может быть даже, вот знаете, как человек одел маску. В том плане, что, например, поставил какой-то аватар другой. А здесь может быть даже информация так скрыта, что вы даже не поймете. У меня почему-то идет такая еще... Слушайте, здесь идет обман. Здесь какой-то мошенник.
человек, которому нужны деньги, срочно нужны. Он переживает об этом. Притом есть другие возможности получить эти деньги, но он вот как-то хитрит, хитро пытается получить деньги. Вот этот человек за вами следит. Будьте аккуратны, это мошенник. Он знает о вас какую-то информацию через интернет. Здесь, знаете, вот не его лицо. Здесь может быть, да, другой аватар, другое вообще имя, не его реальное. У человека какие-то сложности психологические в жизни, материальные. И здесь человек любой ценой пытается найти деньги. Он ищет ресурсных дам или ресурсных людей в целом, дабы раздобыть какие-то деньги. Вот именно слово сюда идет раздобыть. В то же время, да, он считает вас красивой. Нравитесь вы человеку. Но здесь дело не о любви больше пойдет. А здесь дело о том, чтобы влюбить в себя кого-то. Здесь человек, кстати, может увлекаться какими-то практиками, эзотерикой, я бы сказала, даже ритуалами, магическими, черными ритуалами, на достижение каких-то своих денежных благ. Здесь почему-то еще идет, да, как будто бы человек когда-то кого-то вот присушил, приворожил. Женщину. Это связано с деньгами, деньги. Альфонс какой-то, да, он хочет какую-то империю, он хочет какую-то... У него цель богатства. Притом, знаете, чем-то мне напоминает золотую антилопу. Вот именно такое желание богатства, вот как этот король, который хотел много-много-много денег, вот так он хочет. Здесь есть не просто раздобыть, да, а здесь много раздобыть. И он, может быть, собирает, да, круг каких-то людей, которые по его интересам или которые тоже занимаются чем-то мошенническим. Здесь какая-то, может быть, схема, афера и так далее. Здесь могут быть какие-то красивые слова, подкупы какие-то, да, подкупать вас на что-то. Не ведитесь. Здесь может человек быть... Показывает человек или старший, или ваш ровесник, но здесь есть определенно у человека что-то уже, что сработало, и план, да, оно уже сработало, какой-то шаблон, и он по этому шаблону работает. Вот он вас или шаблонный текст может быть. Вы даже сами, прочитав этот текст, поймете, что это шаблон. Похожий. Это может, я и говорю, быть интернет, или скорее всего интернет в большей степени. Вот так. Здесь человек может, знаете, вот как применять свою аферу через любовь. Люблю, куплю и полетели. Или давай встретимся. Да? Вот здесь какая-то такая любовная тема. Предложение чего-то любовного. Ну и в принципе свидание, да, там, или ты мне понравилась. Вот под этим скрывается подоплека. Человек выискивает именно ресурсных дам. Ради обмана опять вышла, да, сейчас вылезла карта. Ради обмана. Будьте аккуратны. Так, кто вами еще интересуется и почему? Думает о вас. Думает о вас. Человек, который на что-то копит. Разумно так. Не, знаете, вот не так, что отказываю себе во всем, да, разумно копит. На что-то копит и думает о вас. Человек очень много работает, придает какие-то усилия ради того, чтобы заработать на что-то. Есть какая-то определенная цель, что-то купить.
Притом, знаете, купит или обогатится, да, здесь могло быть даже вот связано с инвестициями, человек ждет какого-то роста, когда это вырастет, или же, да, человек где-то вложился, тоже ждет, когда что-то поднимется, что принесет ему какую-то большую прибыль, и человек получит эту прибыль. Притом здесь есть вот какая-то группа людей, форумы, может быть, да, человек посещает, учится где-то еще чему-то дополнительно. Думает, ну здесь очень много думает о деньгах. Человек хочет к вам, знаете, вот тут выходит красивая дама, это вы. Вы в его глазах очень такая привлекательная, яркая звездочка. И вот здесь идет момент такой, что в вас надо очень, да, вам требуется много денег. Или в вас нужно вкладываться, да. При том, что вкладываться нужно много зарабатывать. И вот к этому идет цель, да. Человек работает очень много. Даже вот хочется сказать на нескольких работах, да, или ночью, или берет еще дополнительно что-то. Плюс, да, у человека очень много всяких вариантов заработка, которые он использует. Там он инвестирует, там он работает, еще берет подработки. Вот такое даже может быть. Человек хочет, знаете, он считает, что если получить женщину, звездочку, то нужно очень много зарабатывать. Такую вот простую он не хочет, он хочет звездочку. Вы для него такая важная, он вас выделяет среди остальных дам. Вы очень, я бы сказала, знаете, резко, вы, как сказать, даже, вот все как все, да, но вы выделяетесь на фоне других. И я же говорю, что вы оставляете впечатление, след не только у мужчин и женщин, но и у детей даже, понимаете? И тут тяжело вас не заметить. И вот человек вас где-то определенно или часто видит. Но тут показывает, стоит человек, не идет в вашу сторону. Он зарабатывает. Он считает, что мне надо поднапрячься, приложить какие-то усилия для заработка. У человека есть цель что-то, или может быть приобрести такое дорогое, крупное. Понимаете, это может быть дом, это может быть квартира, машина, да, чтобы прийти к вам не с пустыми руками. И человек, знаете, он не сомневается почему-то. Вот насчет вас он в чем-то не сомневается. Но при том он понимает, что да, мне нужно много вкладываться будет. Он видит, да, что на вас, например, дорогие украшения, или вы хорошо одеваетесь, у вас, может быть, даже есть личный транспорт, да. То есть это же все вклад, это же все деньги. Он, может быть, даже такой калькулятор подсчитывает все. Но человек, знаете, еще такой, я бы сказала, приземленный, он стоит двумя ногами на земле, он не летает где-то в облаках. Если вот человек подумал о чем-то, загадал что-то, вот он до этого добьется, он это сделает. Скорее всего, даже вот дорогу держит, да, но стоит. Стоит. Даже здесь не думает, он чем-то занят. Вот пока у меня, да, пока я не добьюсь чего-то, уже окончательно, тогда я и двинусь с места. Вот так вот. Но вы в цели есть у человека. Скорее всего, он вас или видит, или знает. Вы в поле зрения у него где-то рядом. Он хочет личного счастья. Он хочет быть счастливым. Но вас разделяют именно какие-то вот деньги. Его цели к этим деньгам. Вот так вот.
Он, кстати, где-то видит ваши красивые фотографии, или у него хранятся ваши красивые фотографии данного мужчины. Кто еще вами интересуется и почему интересуется? Ну, слушайте, этот мужчина, возможно, очень сильно интересуется вами. Здесь не просто хранит фотографию, да. Тут вот человек считает, что вы друг другу даны Богом, судьбой. Вы пара, вы подходите друг к другу. Человек вот даже, знаете, тут подумывает, что вот представляет вас в платье, например, свадебном, или представляет там украшения вот эти какие-то свадебные, подготовка к свадьбе, к чему-то такому серьезному. У человека даже есть, хочется сказать, человек-калькулятор уже подсчитывает, сколько будет стоить ваше платье. Вот какой-то такой подсчет. Он всему подсчет, все считает, документирует, скринит. Вот такой вот чел. Скриншоты, может быть, какие-то есть о вас или ваши фотографии в виде скриншотов. Может, даже человек фотографирует вас где-то потиху, в тайне. Тут еще кто-то есть, кто его ревнует. Слушайте. Он тоже нравится женщинам, но женщины эти не нравятся ему. Я бы сказала, здесь несколько дам за ним бегает. Вы знаете, как предоставляются, как раскрывая двери в рай, вот так вот, да, влюбленные дамы. Слушайте, он, знаете, внешне может быть скромным, но если к нему приглядеться, он симпатичный мужчина, красивый. Даже здесь у кого-то может проиграться так, что человек, например, носит очки, но когда он снимет очки, он другой человек. Да? То есть это другой портрет, и, в принципе, если к нему приглядеться, он очень красивый. Вот есть что-то такое, что его скрывает именно красоту. Здесь есть дамы, которые хотели бы с ним каких-то отношений. Возможно, даже вот сами к нему как-то пытаются навязываться, наколдовывает здесь кто-то или считывает информацию, может быть, у тарологов об этом мужчине. Знаете, видят в нем ресурс, видят, что мужчина добрый может что-то дать, предложить, вот так вот. Но здесь вот скажу так, что человек имеет какую-то определенную вот цель, а цель, скорее всего, это вы. Он от других закрывается или убегает вообще. Да, вы для него цель, слушайте. Человек вам заявится вот с чем-то таким скромненьким, но приятным. Подарок какой-то. Знаете, он будет даже краснеть, вот как-то так. Но при том он сделает шаг в вашу сторону. Как бы он не стыдился, как бы он не краснел, здесь он сделает шаг. Вот, а принимать его или нет, это уже ваш личный выбор. Здесь есть какая-то серьезность. Здесь даже может быть момент, что вам вдвоем будет очень, очень весело. Так, еще смотрим, кто вами интересуется и почему. Здесь родственники интересуются, что у вас нет какой-то информации о ваших доходах, деньгах, вы не рассказываете или скрываете, обижаются даже на это. А здесь момент есть такой, что вы скрываете внуков, это может быть бабушка, да, или
редко появляетесь или встречаетесь. Также здесь у кого-то, в принципе, идет момент, что вы от родственников скрываете какие-то свои доходы. Да, вот как-то или врете, о чем-то врете, не договариваете о деньгах. Притом здесь кто-то есть и, вот хочется сказать, родственники, да, которые находятся, может быть, на отдалении с вами, вы с ними не общаетесь, и они вот как-то пытаются лезть в вашу жизнь, может быть, штудировать информацию через интернет или через близких. Почему-то их очень интересует ваша финансовая сторона, сколько вы зарабатываете. Но вы, вот если говорите, они вам не верят, да, считают, что вы обманываете. Это не так. Да и ладно, хочется сказать. Оно и не надо рассказывать. Здесь почему-то еще идет момент того, что ничего положительного не несут эти люди, да, вот только языком потрепаться. О себе думайте в первую очередь. Да, здесь не стоит говорить, потому что если вы скажете, здесь возникнет, вот хочется сказать, зависть. Но здесь не только зависть, да, здесь какое-то вот даже пожелание неприятного характера. Если вы скажете даже, да, хорошо, все, отлично у меня, живу дорого-богато, но это повлечет за собой, может быть, даже, да, здесь именно нужно включать какую-то скромность. Потому что люди несут что-то в себе такое ядовитое, вот хочется сказать, неприятное. Зависть. Ну-ка еще дотянем. Но здесь может даже быть, знаете, вот проклясть или вот пожелать в спину чего-то такого пакостного. Притом это может, знаете, отразиться не очень хорошо на вас. Также могут кто-то думать, что вы занимаетесь какой-то магией. Или, в принципе, работаете по магии. Да еще и зарабатываете. Ведьмочка. Или притягиваете деньги с помощью магии. Здесь кто-то тоже, знаете, недалек от эзотерики или чем-то таким увлекается. В тайную, в тихую. Вы знаете, здесь может быть один портрет определенно, да, вот человек ходит в церковь, да, а сам может наблюдать или практиковать что-то, связанное с мистикой, с магией. Что он набожно верит. Двойственно здесь. Знаете, здесь еще это может шатнуться вашего финансового положения, если вы начнете на самом деле им хвастаться. Может быть, где-то они вас видят, да, и в чем-то таком лучшем, в лучшем ракурсе и так далее, под видом денег, и поэтому люди могут насторожиться как-то, если вы еще скажете, да, хорошо себе живу припеваючи, но так вообще. Здесь могут реально что-то сказануть не очень хорошее в ваш адрес, что может вот именно как-то негативно как раз таки отразиться на вас. Счастье любит тишину. Кто еще интересуется? Ну так тайно себя скрывает, какая-то дама следит за вами. У нее, возможно, есть дети. У вас есть что-то общее с этой женщиной. У вас даже есть у вас от нее что-то. У вас от нее. И у нее от вас что-то. Возможно, делились какими-то или дарили друг другу подарки, или чем-то делились. Определенно есть. Есть дети. Тайно прослеживает вас. Слушайте, тоже считает, что вы как-то связаны с эзотерикой или углубляетесь в эзотерику. Хорошо себе живете, припеваючи, все у вас хорошо. Притом, знаете, не особо знают информацию точную о вас. Она не особо знает точную информацию о вас, ей стоит догадываться о чем-то.
догадываться. Частично что-то есть, частично, да. Остальное она дорисовывает вот так в своей голове картину о вас. Но вы очень красивая. Притом, так знаете, здесь такая спорная ситуация какая-то, может быть, между вами была, или конфликтная ситуация. В принципе, вы, если спорите, то вас тяжело разнять. Но я не вижу, что здесь вот чего-то такого радикально нехорошего нету, этого нету. Здесь, в принципе, когда-то, или вы, в принципе, часто спорите с этой женщиной, но чего-то такого радикально злого нету здесь от этой дамы, негативного, да. Да, она может считать, что вы в чем-то мастер, преодолели себя, перебороли себя в чем-то, знаете, наградили себя чем-то, то есть, или вы сейчас сидите на каком-то пьедестале, занимаете какую-то должность, может быть, даже в чем-то стали популярны, известны. Тут без помощи магии это не обошлось, вы занимаетесь какими-то практиками, как она может думать. И вы, знаете, в принципе, человек, который притягивает к себе удачу. Вот она чувствует, что вы вот как-то притянули к себе удачу. Или притягиваете к себе удачу, вам везет. Да, с пустым карманом навряд ли вы останетесь. Вы всегда будете при каких-то деньгах, да. Притом вы особо-то себе ей не рассказываете ничего. Вот так вот. Да, есть какие-то между вами ссоры, обиды, но это такое все мелкое, ничего такого серьезного. Я бы сказала еще, что женщина находится сейчас в каком-то плачевном состоянии, да, возможно, она с кем-то разошлась или в разводе, и после этого, да, у нее начался вообще интерес не только к вам, вообще ко многим, да, кто как поживает. А находясь в каких-то отношениях, возможно, она не интересовалась вообще никем. Тут, хочется сказать, женщина положила свое здоровье на что-то, может быть, даже на какие-то отношения, да, отдала всю себя. Здесь показывает состояние такое исчерпанное, когда из нее выжаты все соки, вся кровь выпита, вот как-то так, до дна. Поэтому у женщины какое-то, может, даже несчастье в жизни произошло из-за какого-то мужчины. Сейчас, возможно, находится женщина вообще в тотальном одиночестве, закрыта. Но здесь такое есть какое-то решение как-то улучшить ситуацию в своей жизни. И женщина начала вот открываться этому миру, общение какое-то, интересоваться. Возможно, даже и затронула вас, да, она интересуется вашей жизнью тоже. Вот так вот. Но здесь вот что-то произошло, и, скорее всего, вы знаете или узнаете о том, что у этой женщины что-то в жизни случилось из-за какого-то мужчины. Хочется сказать еще, что мужчина или поднял руку, да, или вот какой-то удар этой женщине. Она может даже пожаловаться или рассказать, что он ее бил, например, или ударял, да, здесь может быть какое-то такое. Вот о чем-то таком. Возможно, может быть и встреча здесь с этой женщиной, с вами. Но здесь на хороших таких моментах. Я вам скажу, когда вы появитесь в жизни этой женщины, когда вы встретитесь, вернее, с этой женщиной, она будет очень счастлива вас увидеть. Здесь такой счастливый момент, даже, вы знаете, хочется и расплакаться, вот так вот. Хочет увидеть, какие бы между вами конфликтные ситуации не были, это все такая мелочь была, да, но вы это вспомните, оба два, и она, и вы. Но при том, знаете, в целом здесь сохранение каких-то таких теплых, приятных отношений в целом, да, здесь очень много хорошего, чего можно вспомнить между вами. Вот так. И, скорее всего, когда будет встреча, эта встреча будет такая вот как родственных душ. Да, вы, может быть, были настолько близки, что бывает, да, и между подругами тоже происходят какие-то конфликты, но в целом они держатся как подруги. Не бывает только все белым или ровным и гладким. Попахивает лицемерием, правильно же? Но здесь могли быть какие-то разногласия. Не всем идеально. Поэтому притирки, подстраиваются, когда люди друг под друга, да, вот у них происходят вот какие-то тоже недоразумения. И вот у вас могло быть так же. Но здесь я вам скажу, вы сразу пойдете друг другу навстречу, возможно, даже на помощь какую-то, вы поможете, возможно, да, женщине. Здесь может быть даже ситуация такая, когда восстановится какая-то справедливость, или вы человеку на что-то укажете, может быть, на правильное, да, что-то.
Может быть, дадите какое-то напутствие или, в принципе, поддержите как-то. Здесь морально, может быть, или по бумагам. Подскажете что-то. Слушайте, на самом деле, да, здесь может быть ситуация, что придет даже кто-то вот и жаловаться, это она. Здесь какой-то момент, что вы для нее были всегда, в принципе, примером. Она вас ставила в какой-то пример, гордилась даже, может, чем-то. Но вы вот очередной раз чего-то ей докажете, да, покажете. Хочется сказать, вот поднимите ее из какой-то сложной ситуации, которая у нее вот, возможно, даже недавно произошла или в недавнем прошлом. Так, что еще? Давайте, в общем, откроем карты, посмотрим в целом для вас. Карты говорят, уходить от чего-то. Ну, от каких-то сплетен. Кстати, здесь могут, знаете, вот там, где вы веселитесь, гуляете, общаетесь, о вас говорить много. Или обсуждать вас там. Уходите от этих сплетней или сплетников, тоже может быть. Иначе можете узнать о чем-то, о чем разочаруетесь. Можете разочароваться в этих людях или в этой какой-то компании или каком-то коллективе. Да, здесь именно внимание держите на себе. Когда вы держите фокус на себе, у вас вот прибыток, да, прибывает к вам. Когда вы распыляете свое внимание на кого-то другого, у вас вот как будто бы идет убыль, убывает из кармана, убывает какая-то энергия, да, или вот как стягивание энергии. Есть в вашем окружении, я бы сказала, не просто лжецы, да, люди, которые лицемерные, некрасиво поступают с вами или за вашей спиной говорят некрасивые вещи у вас. Притом здесь вас показывают очень красивую, облагороженная такая женщина, да, которая, в принципе, может себе позволить что-то или позволяет очень много себе купить что-то, сделать что-то. И здесь вот идет, скорее всего, зависть. И из-за зависти, да, распространяются какие-то о вас негативные слухи. Только из-за зависти, но не как по правде. Слушайте, я говорю, вот тот мужчина, скорее всего, это яркий портрет из сегодняшнего расклада, который хочет вас добиться. В итоге он добьется, придет мужиком. Придет уже, знаете, хочется сказать, с наросшими силами или с чем-то. Он на самом деле на что-то копит, такое крупное, да, чтобы не стыдно было показаться, прийти или признаться. Но смотрите, здесь мужчина такой, он, я бы сказала, в какой-то степени верит в потусторонние силы. И вот он чувствует почему-то, что вас силы свяжут или снова вы как-то сойдетесь с этим человеком, да, то есть они вас объединят, эти силы, исполнится его какая-то цель. Ну, не какая-то цель. Цель была к вам прийти. Цель это вы. Здесь получите от мужчины еще и поддержку, помощь большую. Здесь почему-то касается денег еще. Кстати, мужчина может подойти к вам под предлогом в чем-то помочь. Он будет даже, вы знаете, как раз напомнит, второй о себе, несколько раз будет напоминать о себе и о какой-то помощи вам. Да, здесь идет большая крупная денежная помощь. Кстати, вы можете на что-то у него засмотреться, на его одежде. Такое будет, что ваше внимание будет на нем, пуговичка какая-то или значок.
Знаете, как вы узнаете этого мужчину? На самом деле на какую-то деталь вы очень сильно засмотритесь, и она покажется вот вашему взгляду, что я хотела бы такой же, да, или это такое, от чего не оторвать глаз. Но это маленькая деталь, она может быть дорогая, или может быть, да, это кулончик, или вот какой-то значок, что-то такое, деталь. На которую вы так засмотритесь, вы запомните это. Возможно, даже до деталей запомните эту деталь. Вот так. Я не скажу, что, да, отношения вот как-то завяжутся, это вам решать, да, но мужчина однозначно объявится. Объявится с предложением. Кстати, этот мужчина не любит, вот он любит веселиться, но вдвоем. Без всяких почему-то лишних, да, он не хочет здесь кого-то еще. Подруги, там, друзья, вот это скорее такой интроверт человек, уединение. Вот ему самая лучшая компания – это когда вдвоем. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.